В эфире программа «Новости IT». Здравствуйте. Начнем выпуск с того, что британские инженеры разработали перчатку Gura Glove. По их словам, устройство позволяет избавиться от дрожи в руках у людей, которые страдают болезнью Паркинсона. С работой нас ознакомит Андрей Санников. Британский стартап разработал перчатку Gura Glove, которая позволяет снизить дрожь в руках при эссенциальном треморе и болезни Паркинсона. Технология основана на использовании гироскопов. Как утверждают авторы проекта, она способна помочь даже в таких случаях, когда люди не в состоянии вставить нитку в иголку или держать в руках вилку. В основе перчатки устройство, похожее на шайбу, которая крепится на внешней стороне ладони. Внутри раскручивается маховик, создавая гироскопическую силу. Это похоже на то, как юла всегда остается в вертикальном состоянии, так и рука все время находится в одном положении. В числе тех, кто испытал Gura Glove, 56-летняя бизнес-аналитик Дженни Филд, которая давно испытывает дрожь в руках. Перчатка стала для нее спасением. По словам женщины, многие не представляют, с чем сталкиваются люди с таким диагнозом, как у нее. Даже незначительный тремор, который не сразу заметен посторонним, способен вызывать сильные боли в мышцах. Как только вы наденете перчатки, ваши мышцы расслабятся. Они больше не будут испытывать сильного давления. У вас появится возможность получать удовольствие от своего хобби. Можно свободно печатать. Нам мало кто может помочь, поэтому меня не смущают большие размеры перчатки. Разработчики уверены, их изобретение протянет руку помощи большому количеству людей. В мире почти 200 миллионов человек страдают тремором и болезнью Паркинсона. Изобретением уже заинтересовались британские и зарубежные инвесторы. Компании недавно удалось привлечь более 4 миллионов долларов. И в ближайшее время к проекту могут присоединиться новые партнеры. Запуск ракеты-носителя «Союз-2Б» с космодрома Восточный планируется 25 марта. Об этом сообщили в Минэкологии региона. Районами падения отделяющихся частей на территории Якутии по традиции станут Алданский и Кобяйский районы. Сообщается, что на местах будут работать группы спасателей по обеспечению безопасности. После эвакуации отделяющихся частей ракет-носителей будут проводиться послепусковые и экологические обследования. Напомним, последний запуск ракеты-носителей «Союз-2-1Б» с 36 спутниками связи OneWeb прошел в декабре 2020 года. Тогда головной обтекатель отделился над территорией Алданского района. Падение второй ступени и фрагментов произошло в Кобяйском районе Якутии. В Якутске состоялась презентация электронного якутско-русского словаря Василия Мигалкина. Он включает в себя 102 032 слова. Словарь отвечает нормам литературного языка. Его преимуществом перед имеющимися переводными якутско-русскими трудами и пособиями является богатство представленных грамматических форм якутского слова, которые наиболее часто вызывают затруднения при переводе с якутского на русский язык и обратно. Между тем, портал для изучения языков коренных народов Севера запустят в этом году. Федеральный институт родных языков народов России в рамках проекта «Дети Арктики» разрабатывает образовательный сайт и учебные пособия. Он будет содержать информацию об образовательных программах и о той литературе, которая сегодня создается, в том числе на родных языках народов Севера. Помимо этого, на портале будет освещена система образования в арктических регионах, учитывая специфику Севера. На сегодняшний день дети, проживающие в отдаленных районах республики, лишены возможностей, которыми пользуются дети из центральных частей России. И проект нацелен на восполнение указанных пробелов образования. Якутским школьникам на уроке цифры покажут, как работают беспилотные автомобили. Об этом сообщает Мининновации региона. Мероприятия пройдут с 10 по 28 марта. Цель всероссийской акции – это рассказать школьникам с 1 по 11 классы о технологиях в основе беспилотных автомобилей и процессах, которые позволяют машине строить эффективный и безопасный маршрут. Специалисты компании Яндекс поделятся своим опытом разработки и на примере данных с реальных автомобилей разберут принципы работы транспорта. Сам урок состоит из видеороликов с объяснениями и интерактивных тренажеров для закрепления знаний. Все материалы будут доступны на сайте урокцифры.рф.
Почти 3 десятка команд стали участниками районного отборочного этапа «IT Моя профессия» в Татинском районе. За 2 дня разработали прототип мобильного приложения или веб-сервиса и презентовали его перед жюри конкурса. Площадкой IT-марафона второй год подряд является Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Это Кёльская средняя школа номер 1, созданная в рамках нацпроекта «Образование». И мы очень рады, что у детей прям есть сильный интерес. Сегодня у нас 28 команд участвует. А цель задачи конкурса – это профессиональная профориентация молодежи, чтобы ребята попробовали себя в роли IT-специалиста, и, возможно, в будущем выбрали будущую профессию. Оснащенные кабинеты, интерактивные игры, использование новейших компьютерных технологий. Все это позволяет педагогам 19-й школы в Удачном выйти на новый уровень образования. На днях там прошел второй фестиваль Gamer Fest. Участники представили подходы к обучению по многим направлениям. С ними ознакомилась Анна Винокурова. Это традиционное наше мероприятие, которое мы проводим в рамках инновационной районной площадки «Цифровая образовательная среда». На несколько минут оказаться в другой стране или посетить необычный музей. Стать настоящим участником дорожного движения. Еще недавно об этом можно было только мечтать. Если вы хотите побывать в Китае, это дорого стоит. У нас в школе есть очки виртуальной реальности. В них одеваешь и загружаешь специальное видео или программу, чтобы побывать как по-настоящему в Китае. Познавать точные науки стало интереснее, считают школьники. Проверка знаний каждого ученика ведется в режиме онлайн. На уроках у нас много технологий, которые помогают нам при обучении. Например, на физике у нас есть ноутбуки рабочие, учебные, на которых мы проходим тесты, и благодаря этому учителю проще увидеть, какие пробелы у нас есть в знаниях, и заполнить эти пробелы. Использование интерактивных материалов и пособий позволяет не только разнообразно подать материал, но и научить детей слушать и слышать. Мы с детьми на занятиях учимся слушать звуки окружающего мира, прислушиваемся. Это помогает выстраивать фундамент в дальнейшей коррекционной работе. А оставаться на гребне волны и идти в ногу со временем помогает учителям их совместная деятельность. В нашей школе работает несколько метод объединений. Все преподаватели очень активны и стараются применять новинки на практике. Кроме того, конечно же, это фестивали наук, а также Gamer Fest, который проходит у нас несколько раз в течение года. Это нам позволяет быть на пике и всегда соответствовать нормам и ВГОСам, и современным требованиям. Педагоги 19-й продолжают внедрять новые технологии и инновации, делая образовательный процесс интересным и познавательным. Основатели якутской компании «Фантастик» Эдуард и Айсен Готовцевы выступили со звездами Голливуда на IGN Fan Fest. Там ежегодно демонстрируются анонсы самых ожидаемых в мире фильмов, телешоу, игр. Новый якутский тайтл «The Day Before» компании «Фантастик» был представлен во время шоу вместе с блокбастером «Годзилла против Конга», сериалом Netflix «Shadow and Bone» и «Лигой справедливости». Напомню, «The Day Before» — игра, разрабатываемая «Фантастик» и издаваемая Майтона. Она рассказывает о постапокалиптичном мире, наступившем после пандемии коварной болезни. В рамках мероприятий Эдуард и Айсен дали интервью сайту IGN.com, а новый трейлер показал, что не каждый персонаж, встречающийся в игре, может быть врагом. Между тем, дата выхода игры The Day Before все еще неизвестна. Ну а на этом все. Повтор программы, как всегда, смотрите на YouTube-канале Якутия24, а также в Instagram-аккаунте як24.ru. До встречи через неделю и всего доброго!